Вот, в общем, вначале 10 штук купил. Потом они у меня благополучно сдохли. Они воды боятся. Они в воде тонут, а я об этом не знал. Ну, когда год назад я предлагал желающим, давайте, ну, на меня смотрели как на дурачка. Ну, типа, ну, что несерьезно. Наши не поймут. Ну, все когда-то надо начинать. Ну вот сейчас, допустим, посмотрим. Вот. Здесь они вот откладывают яйца вот, белые. Видать, только зарядили сейчас. Вот они 27.06, им сегодня уже почти 20 дней. А уход, да, за ними специфичный. То дело, когда я выращивал там их буквально там в одном ящике, это было совсем другое. Но когда выходят объемы, здесь уже и температурный режим, и влажность, и уход, и это все действительно свои нюансы есть, которые мы вот изучили в процессе вот этого года. Вот они у нас сверчки, они уже с морозильника, промытые, чистенькие. Мы сейчас их попробуем пожарить. У вас там были светлые сверчки, здесь темные. Это вторая порода доместик, это двупятнистый. Мы сейчас экспериментируем, пробуем. В принципе, по содержанию протеина они одинаковые, но сушить немножко сложнее эту породу черных, поэтому мы сейчас вот смотрим вообще, что пойдет больше спросом. Может быть, мы сейчас экспериментируем их и жарим, как снэк к пиву. Пока пробуем, смотрим. Поэтому мы их держим ограниченное количество. Основное наше направление — это та комната, где вы видели, вот коричневые сверчки. А где они яйца откладывают? Вот вы их потом переносите в инкубатор? Да. Ну вот если вот здесь можно посмотреть. Вот здесь они откладывают яйца. Вот это эти белые маленькие. Это да, они забежали сюда. Да? Вот здесь они откладывают яйца. Определенное время мы смотрим, и потом мы их просто переносим в инкубатор и заново новую землю заряжаем. Вообще они кусаются? Нет, не кусаются, нет, они просто на них абсолютно никакой ничего нету. Здесь вот мы их кормим овощами свежими. А они только овощи едят или еще что-то? Нет, у нас есть специальный разработанный нами корм, сухой комбикорм. Это наш инкубатор. Здесь у нас личинки, которые отложены взрослыми сверчками. Они инкубируются здесь в течение 10 дней. И вот, как вы видите, здесь они вот только-только начали вылупляться. На момент вылупления они белые. И буквально в течение часа они начинают менять окраску. Это первая их линька происходит. Здесь они находятся в течение 10 дней. Немножко окрепнут, и мы их потом переселяем уже в большие деревянные ящики, где идет полностью их рост в течение месяца. И уже через месяц мы их уже собираем на заморозку. При холодной температуре они начинают впадать в спячку. И вот здесь у нас вот все по выходам, мы все фиксируем, чтобы уже для себя отслеживать, когда кого уже на пересадку выходить. Вот здесь полностью, здесь у нас повышенная температура в районе 30 градусов, и влажность всегда должна быть высокой, чтобы яйца не засохли. И с момента откладывания яиц проходит где-то порядка 8-10 дней. За этот период личинка вылупляется, и до полного, так сказать, созревания происходит где-то порядка 35-40 дней. То есть каждые 40 дней можно теоретически собирать урожай. Это очень быстро, и по сравнению с животноводчеством это намного выгоднее. Сверчки быстрее растут и размножаются. Желание будете загадывать? Даже, кстати, касательно кухни, это, как многие думают, что это китайская кухня, это наоборот не китайская кухня. Это чисто тайская кухня и мексиканская кухня. Касательно
темы халяль мы узнавали, сверчки относятся к халяльной продукции. Нарезаем. И всё. Можете попробовать то, что у нас получилось. Они застыли? Да? Я первый раз пробую. Не так противно, как казалось, на самом деле. Они даже очень вкусные. Да, вкусные.